Добрый вечер. Итак, открытый вопрос в прямом эфире. Я сразу представлю нашего гостя. Это председатель Национального банка Беслан Владиславович Барателия. Добрый вечер. Добрый вечер. Беслан. Но я должен сказать нашим телезрителям то, что мы встречались с Бесланом, когда прошло 100 дней после того, как вас назначили на должность председателя Нацбанка, и тогда мы говорили о тех планах, которые вы намереваетесь осуществить, и у нас были такие достаточно подробные слайды, а сегодня мы как раз поговорим вот уже об итогах года работы Национального банка, поговорим о тех проблемах, которые связаны с деятельностью Национального банка, и, конечно же, поговорим на темы наиболее важные для нас, связанные с финансами, конечно же. Итак, вот с самого начала у нас, Беслан, есть слайд, который говорит о доходах Банка Абхазии. Наверное, мы вот эту тему и сделаем начальной в нашей сегодняшней передаче. Это то, как работал банк вот все это время и с какими итогами он подходит к концу года. Но я бы хотел сразу обозначить факт того, что год еще не завершен, остались несколько дней рабочих до его конца. Вы как прямо на телевидении в последний момент все делаем, да? Осталось 5 минут, да, до Нового года, и тем не менее предварительные итоги мы обозначить можем. И говоря о доходах Банка Абхазии, хотелось бы отметить, что основной целью Банка Абхазии не является извлечение доходов, поскольку Банк Абхазии не является коммерческой организацией, но тем не менее одним из показателей развития института как эффективности его работы является это доходы, которые появляются по завершению года. Но помимо этого результаты по системе, которые тоже будут обозначены в нашей передаче. Да, но если говорить о доходах Национального банка Республики Абхазия, то в этом году у нас вот на первом слайде, если вы покажете, значит, Банк Абхазии заработал 230 миллионов рублей, первый столбик, и в прошлом году 164 миллиона было. Соответственно, рост составил 40% доходов. Но учитывая, что Банк Абхазии проводил сдержанную политику по расходованию средств собственных, а в результате этих мер удалось увеличить операционную прибыль Банка Абхазии в 2 раза. Если в прошлом году Банк Абхазии заработал 44 миллиона рублей операционной прибыли, то в этом году Банку Абхазии удалось, предварительно, говорю еще раз, заработать 88 миллионов рублей. За счет каких мероприятий, за счет каких направлений удалось это сделать, тоже видно на этом же графике. Естественно, основное направление – это кредитная политика Банка Абхазии, которая привела к появлению дохода в виде процентов в размере 120 миллионов рублей. Это расчетно-кассовое обслуживание банков и клиентов банка. А также в этом году Банк Абхазии стал активно развивать платежную систему АПРА, что тоже позволило зарабатывать первые доходы от этой деятельности. Правда, небольшие, всего лишь 1 миллион рублей, но тем не менее заложен этот механизм, это направление, которое будет в перспективе. 1 миллион это за какой период? За год. То есть первый раз впервые Банк Абхазии стал зарабатывать. Но учитывая, что этот процесс на стадии становления, то здесь открываются большие перспективы. И впервые также Банк Абхазии стал активно размещать средства, короткие, однодневные, двухдневные средства на счетах у банков-партнеров. И впервые Банк Абхазии заработал 32 миллиона рублей на вот этих коротких депозитах. Вот это короткие депозиты, это что значит? Я об этом поговорю. Это депозиты, которые мы размещаем на ночь. Вот, грубо говоря, мы сейчас с вами общаемся, банк закрыт, а наши деньги работают до утра. Утром мы приходим на работу, деньги возвращаются, проценты в виде доходов появляются в Банке Абхазии. Скажите, пожалуйста, вот то есть эти деньги раньше, они как бы не были задействованы, то есть они как лежали, скажем, в субботу-воскресенье, да? Особенно активно Банк Абхазии зарабатывает в выходные дни, когда вот с пятницы до понедельника размещаем средства, или праздничные дни более деятельные. Но тем не менее, вот в результате таких, это небольшие средства, в принципе, ежедневно, но если собирать их в течение года, то можно, как показала практика, заработать 32 миллиона, которых не было в банке ранее.
Но то еще раньше был 0. Да, ну вот мы сравниваем, вот видите, депозиты и межбанковские кредиты, вот 32 миллиона и, соответственно, 0. Но еще раз хотел бы обозначить, что это не самое главное, ради чего существует Национальный банк, но, тем не менее, он как бы показывает о том, что мы старались использовать государственные средства наиболее эффективным образом. Мы, учитывая те сложности, тот фон, на котором приходится развиваться нашему банку, удалось добиться вот таких, как мне кажется, неплохих результатов. Хотя, честно говоря, всегда хочется увидеть результаты лучше. Ну, вообще-то, хотелось бы остановиться даже не сколько на доходах Банка Абхазии, а на тех мероприятиях, которые Банком Абхазии проводились. Ну, это мероприятия, связанные по развитию кредитной деятельности. Слайд 2 показывает, что в этом году, несмотря на финансовые сложности, несмотря на кризис финансовый, который распространился и в России, который затрагивает и Абхазию, несмотря на девальвацию российского рубля, тем не менее мы продолжили расширять кредитный портфель Банка Абхазии, то есть, по-другому говоря, выдавать кредиты из средств достаточно ограниченных, которые имелись в Банке Абхазии. И в целом мы увеличили кредитный портфель процентов на 25. Если в конце 2014 года кредитный портфель Банка Абхазии оценивался в 1 200 000 000 рублей, это что означает? То есть в коммерческих банках имелось 1 200 000 000 рублей, которые принадлежали Банку Абхазии, то в этом году, к концу этого года, сегодня, вот это самые свежие цифры, в банках имеется 1 474 000 000 рублей. Помимо того, что мы увеличили кредитный портфель, это значит дополнительно влили в нашу экономику порядка 300 миллионов рублей в виде дополнительных кредитов, которые позволили расширить инвестиционный процесс, оживить экономику. Изменилась и структура этого портфеля. Если посмотреть на эту структуру, то в прошлом году из 1 200 000 000 264 миллиона были вот красным цветом обозначены. Это проблемные кредиты, то в этом году доля проблемных кредитов уменьшилась до 145 миллионов из... То есть возвращение кредитов почти на 10%. Безусловно, отражается на, значит, структуре самих активов. Это благодаря чему происходит? Это благодаря мероприятиям, которые проводились Банком Абхазии, в особенности в Сберегательном банке Республики Абхазия. Об этом мы попозже поговорим более подробно. Значит, первое направление, о чем я хотел бы сказать, это расширение кредитного портфеля Банка Абхазии через стандартные каналы рефинансирования. То есть, когда коммерческие банки обращаются в Национальный банк с тем, чтобы мы предоставили кредитные ресурсы. Но извиняюсь, что хотел сказать, перебиваю вас, вот распределение кредитного портфеля, интересно тоже посмотреть на графике, на следующем графике, 3-й слайд. Мы также изменили немножко структуру предоставления средств. Если обратите внимание, вот красный столбик – это распределение средств Банка Абхазии в 2014 году, в основном преимущественно, главными потребителями этих средств, так скажем, были это Сбербанк, Агробанк, Черноморский банк развития, Универсалбанк, вот первые 4 столбика, то в результате, значит, изменения политики Национального банка и активной поддержки проблемных банков мы стали предоставлять ресурсы также и, значит, в большем размере Сухумбанку, вот видите, предпоследний столбик, и Амробанку, который в прошлом году получал, то есть 0 рублей, то есть фактически не рефинансировался из Банка Абхазии. И благодаря этим мерам вот эти банки, которые сталкивались с проблемами и не могли выйти в зону прибыли, вот сегодня я вижу, эти банки стали проблемными. У банков есть, например, у Сухумбанка, у Амробанка. Я же говорю, это связано с тем, что в этом году мы активно стали рефинансировать эти банки с тем, чтобы поддержать эти банки и вытащить их из состояния. Это понятно. Просто я хотел сказать, здесь вот такая удивительная цифра, она прямо поразительная, прямо могу сказать. От 48 миллионов поднимается, например, в Сухумбанке до 168 банков, а в Амробанке с 0 вообще до 94. Да. С 0. Да. Но мы открыли канал рефинансирования, и благодаря этим мерам, в том числе, конечно же, эти банки сегодня показывают прибыль.
Вот скажите мне, пожалуйста, а сколько, вот мне бы хотелось вернуться вот к этому распределению кредитов, а сколько всего обратилось вот граждан по поводу кредитов? На самом деле у нас разные программы кредитования. Я так понимаю, вы сейчас спрашиваете о программе, кредитования по малому бизнесу. Да, я сейчас там сумма говорил была о других программах, программах, которые идут в рамках обычных процессов рефинансирования. Помимо этого, Национальным банком Республики Абхазия в этом году был разработан и реализован ряд программ кредитования, значит, для населения. Дело в том, что... Ряд программ — это что? Я сейчас расскажу об этом. Дело в том, что, как мы все, и вы все прекрасно понимаете, на прошлой передаче вы постоянно говорили, а что простому человеку с того, что Национальный банк работает? Это первый вопрос, который... Главный вопрос. Действительно, чтобы дать возможность простым нашим гражданам сделать кредиты более доступными, Национальный банк Республики Абхазия взял на себя функции, которые, в принципе, не присущи мегарегуляторам. Мы начали разрабатывать и реализовывать программы, которые ориентированы на простых граждан, на мелких предпринимателей, поскольку мы понимаем, что 200-300 миллионов рублей, которые имеются в наличии в Национальном банке как дополнительный источник кредитования, это кредит для одного-двух больших заемщиков. Таких крупных предпринимателей, системообразующих предпринимателей Абхазии, главных налогоплательщиков. Понятное дело, что и таким крупным предпринимателям нужна поддержка, но речь идет о тысячах простых граждан, которые нуждаются в небольших средствах. Безусловно, Банк Абхазии понимает, что и сегодня отсутствуют такие возможности у банка, чтобы поддержать население и дать каждому возможность получить кредит. И тем не менее, имея скудные ресурсы, мы разработали ряд программ. Первая программа называлась государственная программа поддержки малого и среднего бизнеса. В рамках этой программы Национальный банк Республики Абхазия выделил 200 миллионов рублей, которые, пошли на кредитование малого бизнеса. Была создана комиссия при Министерстве экономики, которая рекомендовала заемщиков к участию в программе. По рекомендации этой комиссии заемщики потенциальные должны были находить себе банк-партнер, который готов был их поддержать, и, соответственно, Национальный банк выделял средства. Я вот, забегая вперед, хочу вас просто спросить, из этих 200 миллионов, которые вот по этой программе были выделены, вообще основное внимание было приковано как раз вот к этим 200 миллионам, не к тем программам обычным, которые идут, большие рефинансирования такое, а вот к этим 200 миллионам. Скажите, пожалуйста, сколько освоено из этих 200? Я сейчас вам расскажу об этом подробнее. Если вы покажете мне 4-й слайд на экране, то увидите таблицу, количество заявок по программе. Здесь у нас картина по, обращению. У нас было заявок 334 заявки. По программе, соответственно, 334 человека обратились в Банк Абхазии, заполнили анкеты, из которых 130 в области сельского хозяйства и 204 в несельскохозяйственных отраслях. Другие отрасли. Да, другие отрасли объединенных. Но тоже очень интересно, какие отрасли были. В основном мы не кредитовали торговлю. В основном это связано с производством, кулинария, мелкие мастерские, производство кондитерских изделий, туризм и так далее, сувенирных изделий. Через комиссию получили одобрение 252 появки. Через комиссию, это то есть через ту комиссию при Министерстве экономики. Но дело в том, сколько они одобрили, вы 252. Получается, около 80 заявок отбраковали в Министерстве экономики. Вот второе, Но дело в том, что в Министерстве экономики комиссия изучала всего лишь анкеты. С документами комиссия не работала. Мы сначала решили... Кто работал с документами? Банки. То есть есть еще, то, что было одобрено. Безусловно, то есть заемщик заполнял анкету, в которой он писал, какие задачи преследует он в этом проекте, чем он хочет заниматься, о какой сумме идет речь, и описывал имущество, которое он готов предоставить в залог. Но часто это оказывалось неправдой, что у заемщика нет имущества, и у него там какие-то другие цели, но этим занималась плотнее система коммерческих банков. После того, как заемщики получали одобрение в Министерстве экономики, они искали себе банки
партнеры. Вот знаете, я вклинюсь в ваш разговор, мы продолжим, конечно, эту тему дальше. Это очень важная для нас тема. Но все-таки, знаете, была такая проблема, когда многие говорили, что да, вот 200 миллионов, которые были дополнительно изысканы, выделены, это хорошая сумма, но очень трудно было обеспечить залог под получение кредита, потому что не все те вот люди, которые работают или находятся в деревнях, то, что вот 252 проекта были одобрены Министерством экономики, из них по сельскому хозяйству 99. Вот многие не смогли получать этот кредит, потому что у них не было залога, да. А как вы с этим справлялись? Я вам скажу. Дело в том, что когда запустилась программа кредитования мелкого бизнеса, мы изначально понимали, что 200 миллионов рублей, которые мы выделяем, не способны удовлетворить потребности населения Абхазии. И это, по нашим оценкам... А могло ли вот это не осложнить ситуацию, то, что нужен был вот такой залог? Я сейчас вам объясню. Не могло, конечно, осложнить. Дело в том, что по нашим оценкам, которые мы проделывали в начале осени, в начале весны этого года, в марте, в апреле, объем кредитных ресурсов, запрашиваемых населением в Абхазии, составляет более 50 миллиардов рублей. То есть, чтобы удовлетворить потребности населения, я не имею в виду крупный бизнес, а рядовых граждан, которые хотят заниматься мелким и средним бизнесом, нужно... по нашим оценкам, около 50 миллиардов рублей. Понятное дело, впрыскивая в экономику 200 миллионов, это капля в море потребностей. И мы понимали, что масса людей будет недовольна, что существуют фильтры. Но мы не ставили задачу, значит, имея 200 миллионов, и не могли бы это сделать, удовлетворить потребности всех. Поэтому мы поставили ряд фильтров, ряд требований, одним из которых является наличие обеспечения. Но дело в том, что законодательством Республики Абхазия предоставление кредитов без обеспечения недопустимо. Мы не можем предоставлять кредиты просто так, вот, просто на основании желания человека получить деньги. А как решать вопросы риска в случае, если человек взял 3 миллиона без никакого обеспечения? Посадил там орехи, или там хурму, или стал кукурузу выращивать, условно, да, и у него не получилось. Не урожай и так далее. Кто будет возвращать эти деньги и как банки справятся с этой проблемой? И именно поэтому законодательством предусматривается обеспечение кредита. И мы работали в рамках законодательства, поэтому этот процесс шел не так активно. Мы, конечно, понимаем потребность у людей, то, что вы говорите, и люди нуждаются действительно в поддержке, но они нуждаются не в кредитах банковских, а в программах развития сельского хозяйства, которые могут идти в программы развития сельского хозяйства, они связаны тоже с финансами, как будут развиваться, тем более мелкий и средний бизнес. Безусловно, но кредитование – это один из способов поддержки сельского хозяйства. Есть еще бюджетное кредитование, есть другие программы. То есть не может Банк Абхазии решить все, к сожалению, так получается, не может решить все потребности населения. И именно поэтому, если вы обратите внимание, вот из 252 заемщиков, которые были одобрены Министерством экономики, банки поддержали только 84. Банки поддержали фактически каждого третьего из тех, кто получил поддержку в Министерстве экономики, поскольку 2/3 из них не смогли предоставить обеспечение или были связаны с рисками. Вот. Ну и в конце концов финальная перепроверка проходила в комиссии Банка Абхазии. И из 80... Комиссии Банка Абхазии это какого? У нас в Национальном банке Республики Абхазия создан свой комитет кредитный, который перепроверяет, значит, решения и качество обеспечения, значит, залогов, которые поддержаны в коммерческих банках. В 13 случаях в результате из 334 людей, которые хотели бы получить кредит, получило 74 заемщика. Скажите мне, пожалуйста, пирамидообразная модель. Пирамидообразная модель. В результате отсеивания, всякого рода устранения рисков получилось, но этот процесс не завершен. Этот процесс на стадии реализации находится. Мы выделили 200 миллионов рублей. Во всяком случае, вот эта статистика одобрена Банком Абхазии. Это о первом этапе речь идет. Так. В рамках которого было освоено 100 миллионов рублей. Сейчас уже завершается второй этап.
Мы же 200 миллионов рублей выделили, 100 миллионов уже освоены, выделены. Так, нашим заемщикам, да. Вот это картина по первому этапу. Оставшиеся 200 миллионов, которые были предусмотрены Банком Абхазии, точно так же осваиваются сегодня. То есть, я думаю, в ближайшие недели 2-3 заемщики смогут обратиться и получить кредиты. И мы программу завершаем. Первую программу, которую мы объявили, поддержки малого бизнеса, мы ее завершаем. Так, вот эта первая программа завершается. Вот здесь вы сказали, что 71 человек получит кредит, плюс получило. Еще это уже те, кто получили. Я думаю, плюс порядка 80, еще 90 тоже получат, потому что по первому этапу были суммы до 3 миллионов рублей, даже не 80, а больше 100 человек, а по второму этапу у нас суммы до 1 миллиона. Ну, понятное дело, что, конечно, это такое количество людей, которые получили сейчас кредиты, да, или еще до конца года что получат, это, конечно, мизер. Предусматриваются ли какие-то другие программы? Мы на этом не хотим останавливаться. Вот как раз-таки... То есть вот эта сумма уже до Нового года будет освоена, да? Вот, до Нового года... Какая сумма вы имеете? Вот 200 миллионов? Да. Я думаю, не вся... Ну, на сегодняшний день последняя информация, 137 миллионов освоено, оставшиеся, думаю, до середины января будут. Просто праздничные дни у нас, да. 10 дней нерабочих, и в связи с этим мы немножко отодвигаем завершение реализации программы. Но не суть. Суть в том, что программа себя реализовала, заемщики получили деньги, и что меня приятно удивляет, мы мониторим, как заемщики обслуживают свой кредит. Да, это очень важно. Я хотел как раз по этому поводу задать вопрос. Вот по одному из банков из 21 заемщик. Так. Но я не могу назвать ни суммы, ни фамилии, это банковская тайна. Вообще-то мы, конечно, очень нам интересно узнать, кому достались эти кредиты. К сожалению, не потому, что я как бы не владею информацией, законом о банковской тайне я не имею права разглашать ни фамилии, ни суммы. Понятно, но я могу сказать другое. Я могу сказать другое. Из 21 заемщика в одном конкретном банке, 20 заемщиков ежемесячно, день в день, оплачивают проценты, обслуживают кредит. Один из 21 с задержками. Но в любом случае это очень хороший показатель, когда 20 из 21 идеально обслуживают свои кредиты. И мне кажется, это как раз результат того, что очень выверенно, осторожно, с учетом обеспечения, банки предоставляли кредиты. Скажите, пожалуйста, вот в дальнейшем как будет контролироваться процесс вообще осуществления этих проектов, на которые были получены кредиты? Значит, в Национальном банке работает залоговая служба, работает кредитный комитет, которые будут отслеживать реализацию этих проектов. И по итогам этой программы, а программа завершится через 3 года, большая часть кредитов будет возвращена уже, получается, через 1,5 года назад. И, соответственно, Банк Абхазии подведет итоги на предмет того, насколько эффективная была эта программа, какие цели она ставила перед собой, сколько было создано рабочих мест, какой объем продукции был произведен в результате этой программы, какие налоги были уплачены и так далее. И вот тогда-то уже, когда будет положительный результат, тогда мы сможем говорить, сможем уже конкретно в следующей передаче. Да. Но это, понятно, одна из программ, и мне нравится, что с каждым разом наши потенциальные заемщики задают более адекватные вопросы, понимают, что нужно предоставить обеспечение, то есть начинают сталкиваться с требованиями и понимать правила, в которых все играют. А бывали ли такие случаи, когда вы видели, что действительно проект может принести доход и прибыль, но у человека нету обеспечения к этому? Безусловно. Да? Подавляющая часть заемщиков, это люди, которые действительно хотят заниматься бизнесом. В то же время не могу не отметить, что бывали и не очень редко случаи, когда не совсем ответственные люди подходили, особенно на первом этапе, когда предполагали, видимо, что кредиты будут получить легко. Люди, которые имеют не закрытые кредитные истории в банках, которые с большими долгами, миллионными, тоже пытались как бы участвовать в этой программе, но когда комиссии изучали их кредитные дела, кредитные истории, проблемы, отказывали им. Конечно, это было неприятно, часто доходило до скандалов, но тем не менее такие были у нас заемщики. Но в целом наши граждане
готовы и заинтересованы в развитии своего бизнеса. Другое дело, что, к сожалению, еще раз хочу повторить, к сожалению, Банк Абхазии не может поддержать заемщика в случае, если нет обеспечения залога или поручительства, потому что банк – это не бюджет, который финансирует. Но и я понимаю, что здесь мы предоставляем средства, которые часто не нам принадлежат. Несколько непрофессионально будет выглядеть мой вопрос все-таки, но вот учитывая то, что вы только что сказали, понятное дело, нужно обеспечить залог. Но вот те люди, у которых есть желание работать, у них есть какой-то план, но вот залога этого нету. Нельзя ли в этом случае как-то помочь людям рискнуть в этом смысле, опираясь на то, что у него Я вам хочу сказать, что мы не проект. можем рисковать. Мы не коммерческий банк, мы государственный банк. Мы располагаем средствами, которые принадлежат либо нашим клиентам, либо, скажем, Минфину, там, другим организациям, да, которые хранятся в Банке Абхазии, либо используем средства субординированного кредита Российской Федерации. Я вообще-то думал, что деньги, которые у нас в банке, принадлежат как-то народу вообще. Вот как вы отнесетесь, если я очень грубый вопрос задам, если я выдам, допустим, деньги заемщику, который очень хочет заниматься бизнесом, но у него нет обеспечения. Вот я выделил средства, а наступил день, когда сотрудники абхазского телевидения должны получить зарплату. Они приходят в банк, я говорю, извините, я рискнул, я поддержал заемщика, у него была очень хорошая идея, но не получилось, поэтому в этом месяце вы останетесь без зарплаты. Я очень так в шутливой форме говорю, но смысл такой, рисковать так сильно мы не можем. Да. Мы не можем. Да. Не, рисковать сильно безусловно, нельзя, да, но конечно, все-таки как-то надо этим людям тоже помогать. Знаете, многие сделки иногда заключались не только по документам, но и по простому рукопожатию и на честном слове. Честно говоря, это почему? Потому что люди доверяли, там был элемент доверия достаточно утвердительный. Я согласен. Еще раз хочу сказать, что вот такие вопросы вы можете задать руководителям коммерческих банков, которые рискуют. Вы понимаете же, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Это его личный бизнес, он может рискнуть. Но мы рисковать государственными средствами не можем себе позволить. Даже зная, что рискнув, мы можем много заработать, но мы этого не делаем, поскольку все-таки мы не ставим задачи максимизации прибыли. Мы немножко долго задержались на этой таблице. Вы просто думаете, в продолжении, для нас это очень продолжение этой же темы у нас есть следующий слайд. Если вы обратите внимание, по поводу размеров кредитов. Значит, больше всего кредитов до 1 миллиона рублей было затребовано, и оставшийся второй этап весь состоит из кредитов до 1 миллиона рублей. И порядка трети кредитов. До миллиона, это я, насколько понимаю, 42%. Да. Это 42% до миллиона. От 1 миллиона и выше. От 1 до 2 миллионов 26% и 32% от, значит, 2 до 3 миллионов. 3 миллиона – это была максимальная сумма, которую мог получить заемщик. Ну и, соответственно, здесь на следующем графике, на следующей диаграмме представлены банки-партнеры. Слайд 6. Да. Мы не все банки могли, значит, обязать и не имели права обязывать участвовать в этой программе кредитования малого бизнеса. Отказались участвовать Гагра-банк и Кибитбанк, оставшиеся 6 банков участвовали в этой программе, и вот практически в основном заемщики проходили через Сберегательный банк Республики Абхазия. Сбербанк Абхазии. Сбербанк 36-35 миллионов рублей. Это вот кредиты, направленные на поддержку проектов в сельском хозяйстве. А также активное участие проявили Гарантбанк 27,9 миллионов рублей и Амробанк 19,7. То есть вот в этой программе наиболее активно участвовали эти 3 банка. Да, это Сбербанк, Гарантбанк и Амробанк. Да. Но Черноморский банк развития, Универсалбанк и Сухумбанк, они тоже в меру своих они тоже, безусловно, участвовали. Просто речь идет о том, какой набор, так скажем, клиентов обслуживается в этих банках и кому сами заемщики обратились. Поскольку мы исходили из того, что Национальный банк готов предоставить средства,
только в том случае, если вы, как потенциальный заемщик, найдете себе банк-партнер. Вот говоря о банках и вообще о проблеме кредитования, вот так вот, если мы будем подводить итог. Я бы не хотел итог подвести, потому что это всего лишь второе направление кредитования. Да, помимо этого, еще есть проект, да, но все-таки вот тому процессу, который уже, можно сказать, завершается. Значит, по итогам этой программы, какие выводы мы сделали? Мы понимаем, что в массе своей наши граждане очень дисциплинированы. Другое дело, что если они не понимают правил, и все это происходит хаотично, да, тогда непонятно, кто отвечает за что и каких перспектив ждать. Но если выстроить правила, если сформировать определенный процесс и вести его в правовом русле, то подавляющая часть граждан и, в принципе, интересны заемщики. Они готовы брать кредиты, готовы обслуживать и возвращать. Да, вот мы с вами говорили о втором этапе. Я бы просто хотел, чтобы мы эту тему завершили вот перспективой того, что ожидается теперь. Значит, что хочу сказать. У нас помимо этой программы, которая завершается, да, месяц назад началась другая программа, которую активно поддержал Сберегательный банк Республики Абхазия и Сухумбанк пока. Но я надеюсь, что и другие банки присоединятся. Это кредитование под заработную плату и пенсии для тех лиц, которые являются держателями карты АПРА. И начав эту программу месяц назад, к сегодняшнему дню более 200 человек получили кредиты под зарплаты и пенсии. На эти средства выделено около Надо 10 пояснить тут, миллионов да, рублей. Это что значит вот это вот получили кредиты? Это то есть те люди, которые держат свои деньги, зарплаты, пенсии на карточке, да, на и они карточки. могут, да, на банковской карточке, они могут получить кредит в этом банке на сумму и на какой срок? Я сейчас вам расскажу. Дело в том, что опять же мы занимаемся... То есть это что же инициатива? Это, да, опять инициатива Нацбанка. Мы же говорим о том, чтобы сделать кредиты доступные для большинства людей. Да. И понимая, что у нас небольшие средства, и как-то надо распределить их через как можно большее число людей, мы разработали новую программу и начали ее реализовывать месяц назад. Это кредитование под заработную плату и пенсии. Безусловно, мы не можем заставить коммерческие банки участвовать в тех программах, которые мы запускаем. Мы можем, как учредители, собственники, это обязать сделать Сберегательный банк Республики Абхазия. Но объявив эту программу, сделав такое предложение коммерческим банкам, что мы готовы кредитовать для целей дальнейшего кредитования под зарплату и пенсии, значит, активно откликнулись на эту программу Сберегательный банк и Сухумбанк. Пока. Я уверен и думаю, что в перспективе и другие банки последуют их примеру. Вот к сегодняшнему дню... А под какой процент там можно будет брать? Какую сумму? Программа такая, значит, каждый держатель карты АПРА, который получает либо пенсию, либо заработную плату на нее, может обратиться в банк. Сегодня, еще раз повторюсь, это если он держатель карты Сбербанка или держатель карты Сухумбанка, может обратиться в банк, и банк обязан, раз он участвует в этой программе, предоставить ему маленький, небольшой кредит в размере 3 зарплат или 3 пенсий. Понятно, суммы это небольшие, но тем не менее это всегда определенная независимость, когда часто 3 зарплат, 3 пенсий? Безусловно, у всех разные зарплаты. У кого-то 10 тысяч рублей, соответственно, микрокредит в 30 тысяч рублей. А если у тебя зарплата 40 тысяч рублей, то, соответственно, 120 тысяч рублей, понятно. Да. И возврат идет в течение 6 месяцев по ползарплаты. Вопрос, у кого у нас зарплата в 40 тысяч рублей. Но вы на самом деле не думайте, что у многих Просто я думаю, 3 зарплаты это маловато, мне кажется. Я еще раз хочу сказать, во-первых... Почему именно такое решение было принято? Почему было принято? Потому что, еще раз хочу сказать, у нас в Национальном банке не так много денег, чтобы давать суммы больше, чем 3 зарплаты, чтобы хватило всем. И, во-первых, мы решили начать и попробовать, как этот процесс пойдет. Дело в том, что если человек получает 3 зарплаты, то есть кредит в размере 3 зарплат, он расплачивается в течение 6 месяцев. Так, потому что с каждой зарплаты снимается половина зарплаты на погашение. Это достаточно немаленький срок, 6 месяцев, в условиях, когда нет гарантии, что человека не уволят с работы.
То есть банк тоже берет на себя определенные риски. В случае, если этот процесс будет развиваться, а он, как показывает практика, развивается очень быстро, я еще раз повторюсь, за достаточно короткий срок, месяц, еще только месяц прошел, более 200 человек, граждан Абхазии, обратились за кредитом. Этот продукт стал очень востребованным. Вот многие говорят, да кому это интересно, никому это не нужно. Карточки, да. Но если бы это было бы не нужно, я не думаю, что за месяц 217, вот последняя цифра, человек получили бы, обратились бы за кредитом. Это в течение месяца, да? Это в течение месяца, да. И что я самое думаю, интересное? эта потребность, она действительно востребована и будет расти. Я с чем сталкиваюсь? Очень многие люди обращаются ко мне, значит, вот вы объявили эту программу, а почему нам не дают? Вот мы тоже получатели зарплаты на карточку, но в нашем банке, значит, отказывают нам в получении кредита. Но еще раз повторюсь, мы не можем заставить. Единственное, что мы можем предложить, я не знаю, выбрать тогда другой банк. Если это нужно всему коллективу, можно выбрать другой банк-партнер, а если, значит, только конкретному сотруднику организации. Динамика роста какова вообще? Вот, роста чего? Роста эмиссии карт АПРА. Значит, все-таки давайте завершим вот этот блок. Я хочу к Капри перейти позже, что это отдельное направление. Еще один продукт у нас есть, который начался неделю назад. Карточный продукт мы запустили месяц назад. Не неделю назад, а сегодня у нас четверг, да, в понедельник, 3 дня назад. 3 дня назад мы запустили новую программу кредитования, направленную на поддержку людей, занимающихся торговлей. Дело в том, что по программе кредитования малого бизнеса мы исключили торговлю как сектор. Так. Но поскольку старались поддержать тех, кто занимается производством. И увидели, что и на самом деле люди нуждаются в кредитах, те, кто в торговле занимается. Сейчас запущена программа под торговлю. Значит, размер кредита до 1 миллиона рублей. Кто может участвовать? Участвовать могут только те, кто занимаются торговлей, кто зарегистрирован как индивидуальный предприниматель или имеет фирму, юридическое лицо. Кредит предоставляется сроком на 1,5 года под 18% годовых, и обеспечением выступает только коммерческая недвижимость. Но, грубо говоря, если я владелец магазина, помещения коммерческого, я торгую в этом магазине, короче я могу, говоря, значит, получить залог – недвижимость. Залог и не просто недвижимость, а коммерческая недвижимость. Не квартиры, не дома, а именно коммерческая. И не обязательно свое. Этот проект у вас начался всего несколько дней назад, а какая у него сейчас перспектива? Перспектива вот большая, потому что ежедневно, кстати, обращаюсь к телезрителям, может быть, многие из них хотели бы участвовать в этой программе, ежедневно в 11 часов дня в Национальном банке Республики Абхазия проводятся консультации для тех, кто хочет участвовать в этой программе. Наши сотрудники проводят встречи, рассказывают о том, как можно поучаствовать в программе, как заполнить анкету и как получить кредит. Так что, если кому-то это интересно, могут обратиться в Национальный банк каждый день в 11 часов. Вот вы делаете хорошее дело. Я понимаю, что обращаться за кредитами это тоже ставит себя в некую зависимость финансовую, но без этого и коммерческие дела тоже никак не продвигаются. Да, собственно говоря, вообще никакие дела не продвигаются, если нет финансового обеспечения. Я хотел бы сказать, вот в основном мы сейчас говорили вот о тех проектах, которые вы делаете. Это несколько таких кредитная деятельность Банка Абхазии. Это хорошо, но не получится это вот такое большое количество ваших проектов, не получится ли так, что мы попадем в некоторую зависимость от этих кредитов, и не станет ли это таким тяжелым бременем на нас, учитывая то, что у нас нет опыта обращения, и существуют риски? Дело в том, что я вообще сторонник последовательных поступательных шагов, и вы правильно говорите, если все сразу сделать, то могут возникнуть проблемы, но, к сожалению или к счастью в данном случае, у нас нет такого большого количества ресурсов, чтобы, как это грубо выразить, посадить население на кредитную иглу.
Ну, я почему говорю, потому что... Вот, да, например, я понимаю, о чем вы говорите. По опыту России, других стран, да, когда перекредитовано население, безусловно, это проблема существует, но не в Абхазии. Если в каких-то странах есть проблема перекредитования, у нас другая, недокредитование. Поэтому до этой проблемы мы, к сожалению, и пока еще не доросли, я думаю, что об этом говорить рано. У нас еще есть о чем поговорить, и конкретно я все-таки хотел бы услышать вот эту сумму роста эмиссий карт. Значит, это другое направление, как бы мы говорили сейчас о, значит, кредитной деятельности Банка Абхазии, если вот вспомнить по таблице, посмотреть, то мы заработали, как Банк Абхазии, на этом 129 миллионов рублей, которые в дальнейшем, опять же, пойдут в экономику в качестве кредитных ресурсов. Еще одним важным направлением деятельности Банка Абхазии является развитие расчетной деятельности и, соответственно, развитие системы АПРА. Я на прошлой передаче, когда мы встречались, говорил, что Банком Абхазии поставлена такая целевая точка, задача выпустить, имитировать, значит, около 20 тысяч карт, и к сегодняшнему дню выпущено 23 100 банковских карт. План перевыполнен. Да, мы на 3 тысячи больше, чем планировали, выпустили. В основном 14... Динамика какая? Ну, динамика... Вот, после того, как после 2014 года, когда начался такой бурный если рост. вы посмотрите на, значит, картину, просто здесь цифры, в 2014 году было выпущено 870 карт. В этом году 23 тысячи, то есть мы в 30 раз, как бы, наш процессинговый центр очень активно поработал, и Банк Абхазии выпустил очень большое количество карт. Кстати, проведена колоссальная работа, 2/3 держателей карт – это пенсионеры, 14 тысяч держателей карт из 23 – это пенсионеры. Оставшиеся 9 тысяч – это уже, значит, работники и зарплатные, и бюджетные, и коммерческих организаций. Кстати, благодаря развитию этой системы эмиссии карт мы решили проблему с пенсиями в городе Сухом. И город Новый Афон подключили вот в прошлом месяце. Проблему вы имеете в виду? Сняли очереди. Во-первых, мы сняли очереди, то есть теперь каждое 18 число рано утром на карточке у пенсионера имеется пенсия. Есть такая услуга, пенсия, когда сообщается по телефону, там к ней нужно подключиться, она, по-моему, стоит 25 рублей в месяц, когда сообщение приходит на телефон, и можно знать уже, что деньги на счете. И, соответственно, пенсионер знает, что каждое 18 число, в случае, если пенсионный фонд ему начислил, у нас бывают вопросы, почему на карточку не поступила пенсия. Это вопрос не к Национальному банку, а к пенсионному фонду, почему он не начислил, там вопросы с перерегистрацией встают, но в любом случае уже несколько месяцев мы точь-в-точь всегда 18-го утром предоставляем возможность нашим пенсионерам. Количество банкоматов достаточно? По отношению к тому количеству держателей карт достаточно сегодня, хотя в перспективе мы эту тему будем развивать. Если посмотреть на 8-й слайд, то мы увидим, что сегодня уже в Абхазии установлено 66 банкоматов. На 8-м слайде видно здесь. Да, но 8-й слайд нам сейчас продемонстрирует. И, соответственно, 300 посттерминальных устройств. То есть устройства по, значит, пункты оплаты карточками. Вот эта культура оплаты карточками активно стала развиваться. И благодаря тому, что и банкоматов стало больше, и точек оплаты стало больше, люди и кредиты можно получить под карточки, интерес к этому продукту. Да, я вот потому как раз и продолжил тему этих ваших. Да, но, естественно, сегодня у нас 66 банкоматов, но перспективы будет, естественно, больше. Их приобретают коммерческие банки, поэтому я планы не могу ставить, это коммерческая деятельность. В общем, стало выгодно свою зарплату или свои пенсии брать на карточку и держать их в банке. Другое дело, да, потому что можно будет получить кредит, например, необходимость какая-то, не знаю, машину зацепил, крыло починить или еще какие-то такие мелочи жизни. Можно будет быстро и легко решить эту проблему, например, там 6, 8, 12 тысяч, я не знаю. С другой стороны, знаете, что интересно? Вот когда в банке мы получаем
То есть держим эти деньги, мы кладем туда свою зарплату, кладем туда свои пенсии, и они как-то там работают же, правда? А мы за это процент не должны получать? Вы можете получать процент. Нет, вы не должны, но вы можете. И почему не должны? Наши деньги, нашими деньгами, они в обороте крутятся. Я вам скажу, тут дело в том, что банк вам тоже предоставляет удобство. Вы в любой момент можете расплатиться карточкой и так далее. Вас же никто не заставляет держать деньги в банке, согласны? Согласен, вы можете пойти и снять. Но если вы хотите получить процент, и вы имеете право это сделать, тогда вы приходите в банк, заключаете договор с банком, кладете деньги на срок определенный и получаете процент. Ваш банк... Но наш этот банк не... Да, нет, ваш банк, я не про это говорю. Знаете, я вот думаю... В любом случае, это сделка между клиентом и банком. Вы должны заключить договор на обслуживание, То есть, если мы не заключили отдельного договора по этому делу, наши деньги будут... например, у меня там собралось 5, 6, 10, 20 зарплат. Нет, 12 зарплат за год. И если я не обращусь, то получится, что эти деньги как-то работают, но я с этого ничего не имею. Это любая практика мировая, потому что вы в любой день можете и забрать. Банк что будет делать с этими деньгами? Он их в кредит не может выдать, потому что вы можете завтра прийти и сказать: я хочу снять свою зарплату, а ваши деньги в кредите. И из-за того, что существуют риски изъятия этих денег, банк особо не может активно пользоваться ими и зарабатывать на нем. Далее. Значит, что мы смогли сделать, и как хороший результат, установив большое количество посттерминальных устройств банкоматов, сделали эти устройства доступными для отдыхающих. И на этом тоже заработали. На этом тоже, конечно, заработали. Более 1 миллиарда рублей, на 9-м графике это видно, последний столбик синего цвета, 1 074 миллиона рублей было изъято отдыхающими из банкомата в Абхазии через свои карточки. Это означает, что туристы, которые приехали в Абхазию без наличности, но с карточками, они получали... помимо того, что они привезли наличности, потратили, они имели возможность обратиться к банкоматам, обналичить 1 миллиард рублей и потратить в Абхазии. Это дополнительные источники. Но не только банки зарабатывают, понятно, проценты, но и продавцы, торговцы, предприниматели, куда направлялись эти деньги. Ведь деньги направлялись на приобретение товаров и услуг. Соответственно, и государство в виде налоговых отчислений заработало доходы. То есть экономика получила некоторый дополнительный импульс. А также, если вы обратите внимание, здесь последний столбик, 2015 год, в 4 раза, где-то в 3,5 раза, в 4, уже по карточкам АПРО стали снимать деньги из банкомата. В прошлом году 283 миллиона было изъято, позапрошлом 153, и в этом почти 1 миллиард рублей тоже, можно сказать, 975. Я думаю, как раз до конца года, за оставшиеся 5 дней, тем более сейчас идут дни выдачи 12-й декабрьской зарплаты, наши граждане по карточкам АПРы в этом году снимут первый 1 миллиард. Тоже такой психологический рубеж, который наша система преодолела. Тоже доход в сундучок. Да, но самое интересное направление, которое Банк Абхазии развивает, ведь эти карточки интересны экономике и банку не с точки зрения развития банкоматной сети. Да. По большому счету, какая разница, вы как сотрудник получили наличность в кассе своей организации или вышли на улицу в этом ящике под названием банкомат, вытащили деньги. Как раз-таки смысл заключается в том, чтобы Банк Абхазии смог создать инфраструктуру, которая позволит людям делать неинтересным вытаскивать наличность, а держать деньги на карточке и пользоваться деньгами непосредственно с карточки, то есть оплачивать через карточку. Эти процессы начались в начале этого года, на 10-м слайде видно, первые платежи, здесь даже и не видно, получается, январь, 20 тысяч рублей в месяц. Немножко другой экран, но когда показывают в эфире, там все видно. 20 тысяч рублей, 21 тысяча рублей, всего оплата по карточкам на всей территории Абхазии за 31 день календарный. По сути, одна такая большая покупка была осуществлена. Да. В феврале уже 164 тысячи рублей, в марте 500, в апреле 800 тысяч. Июль, август. Посмотрите, когда уже наступил июль, август, сентябрь,
только за август 25 миллионов. Были дни, когда каждый день больше 1 миллиона рублей через карточки оплачивалось в день. 1,5 миллиона в день. И по итогам года платежи составят более 100 миллионов рублей. Более 100 миллионов рублей, хотя мы начинали с 20 тысяч рублей за весь январь. Я думаю, что это как вот развитие телекоммуникаций, когда, помните, сотовая связь развивалась, СМС, сообщения и так далее. Да. Эта тема быстро будет развиваться в Абхазии. В следующем году мы надеемся выйти в сумму 500, 500 миллиарда рублей. Что это дает? Речь даже не только о доходах для банков в виде процентов, а речь о том, что, по сути, из тени в какой-то степени выходят обороты. Из тени. То есть государство с каждым годом будет видеть все больше и больше оборотов, которые проходят через банковскую систему, соответственно, увеличивается налогооблагаемая база. Это очень перспективное и выгодное направление. Это вот на 11-м слайде у нас есть, и мы можем увидеть, так сказать, рост того, что происходило. Да, это по банковской картине. Вот я бы хотел как раз по результатам финансовым поговорить, по банковской системе. Вы знаете, получается такая история, Беслан. Кругом вообще финансовый кризис. И вот если обратить внимание на то, что происходит в банковской системе, например, в России, там банки один за одним закрываются, не знаю, открываются ли новые. Доллар растет, инфляция кругом, а у вас все оживает и развивается в вашей банковской системе как-то. Дело в том, что это может выглядеть странным, но есть тому объяснение, связано с тем, что мы, я имею в виду наша банковская система финансовой Абхазии, слабо интегрирована в российскую и мировую финансовую систему, связано как раз-таки со слаборазвитостью этого процесса. И во всем есть свои плюсы. В данном случае вот эта некоторая обособленность, оторванность, она позволила в меньшей степени испытать на себе последствия тех негативных процессов, которые происходят на финансовых рынках. Изолированность и оторванность. У нас свой внутренний специфический набор проблем, который существует в системе, он не похож на то, что происходит за пределами нашей страны. И именно поэтому, несмотря на тот фон достаточно неблагоприятный, в котором нам приходится развиваться, нашей системе, я сейчас уже говорю не о банке Абхазии, а о банковской системе, которая состоит из 8 банков и одной РНКО Очимчира. Значит, если в 2013 году по системе был убыток в 43 миллиона рублей, в прошлом году был убыток в 70 миллионов рублей, то в этом году, опять же хочу сказать, по предварительным итогам, поскольку год не завершен, мы, значит, к 1 декабря имели цифру в плюс 18,4 миллиона. То есть наша система вышла в зону прибыли. Я надеюсь, что по итогам года цифра будет выше. Вот это вот, вы знаете, говоря таким простым языком, что это значит, вот то, что банковская система в 2013-2014 году, она была в минусе, там было минус 43, минус 70, а теперь плюс 18. Что это значит для нашего благополучия, мой любимый это означает, вопрос? Что, как в любом процессе, когда идут позитивные процессы, означает, что открываются перспективы. Понятно, говорить о том, что у нас выдающиеся успехи, мы заработали 18 миллионов, для всей страны это даже смешно. 18 миллионов рублей мелкий предприниматель в крупно развитой стране зарабатывает в год. Да, один предприниматель. А мы говорим о банковской системе. Понятное дело, что это маленькие цифры. Да. И говорить о том, что выдающиеся успехи тоже, наверное, не стоит. Но мы сейчас не говорим о выдающихся успехах, а говорим о том, что наметился процесс. Процесс, если нам удастся его удержать в этом русле и в той траектории, в котором идут эти процессы, то, может быть, в перспективе мы сможем увидеть уже не 18 миллионов, а 180 или 1 800 000 в качестве прибыли. Но пока это всего лишь наши ориентиры и пожелания. Вы знаете, хотел бы заканчивать нашу передачу вот на такой оптимистической ноте, но мне все-таки кажется, что нужно поговорить о некоторых проблемах. Буквально, коротко, очень.
Мы о всех достоинствах поговорили достаточно пространно, обстоятельно, все показали. И я думаю, что это действительно характеризует работу Национального банка и всей банковской системы как такая продвигающаяся, и позитивную такую оценку можно дать. Так проблемы в чем сейчас остались? Какие основные проблемы остались в банковской системе? Вот если о результатах говорить можно в рамках передачи, то о проблемах можно говорить несколько часов. Но раз у нас мало времени, мне придется только обозначить тот набор проблем, в которых мы... Да, потому что, вы знаете, вряд ли мы обо всех проблемах тоже Самое главное... Нам нужно к завершению года побольше оптимизма. Но поэтому мы заканчиваем проблемами. Мы заканчиваем проблемами, но мы все-таки... Самое главное, что мы понимаем свои проблемы. Да. Не все так плохо, когда мы их понимаем. Ведь невозможно достичь успеха и результатов, если ты неадекватно воспринимаешь проблемы, их источники и характер проявления. Безусловно, мы, говоря о развитии банковской системы, понимаем, что банковская система – это система, которая очень сильно вплетена, интегрирована в реальные процессы экономики. И понятное дело, что те процессы, которые происходят в Абхазии, за ее пределами, в Российской Федерации, да. Санкции, девальвация, так. Инфляция, значит, все это, безусловно, отражается на нашей экономике. Это внешние обстоятельства. Да, на нашей экономике, и, соответственно, отражается косвенно на банковской системе. А есть еще внутренний, специфический набор проблем. Например? Это наследие, которое имеется в банковской системе в виде огромного пласта проблемных кредитов. Так, в том числе и безнадежных проблем. Да, это культура обслуживания кредитов. Вот этот невозврат кредитов и вообще вот эта вот ситуация вокруг того, что банки стали вот в некотором смысле терять авторитет вообще-то как-то, это вот тоже имеет какое-то значение? В каком смысле? Я имею в виду, что сами работы банков тоже как-то не совсем авторитетное такое, или не, знаете, не такое надежное, что ли, может быть, сказать. Дело в том, что... Как бы, вот если с обывательской точки зрения. Вы имеете в виду система сама? Или как? Я имею в виду банки просто. Ненадежны как институты, да? Да. С которыми можно... Но, безусловно, если мы видим, что, значит, финансовый кризис... как-то вообще сейчас печаль такую навели вообще на банки. Нет, безусловно, что существуют проблемы недоверия, потому что в основном граждане... Да, вот скорее больше, когда я говорил про падение какого-то там авторитета или что-то, вот люди не оставляют деньги, не работают, доверие, не заключают договор. Да, это доверие. Вот я больше об этом говорю. Это понятное дело, что доверие зарабатывается годами. Но невозможно открыть банк и сказать: доверяйте мне, и люди побегут вкладывать деньги. Тем более в банки, которые лопаются, закрываются периодически и так далее. Да? Люди, наши граждане, большая часть пережила развал Советского Союза, у которых потерялись значительные средства в сберегательном банке СССР. Когда потерялись деньги, естественно, недоверие существует. Да, недоверие это есть, вот я так, в общем, почему и говорил, что падение авторитета, вообще сотрудничество граждан с... Но, тем не менее, не стоит драматизировать. У нас существует система страхования вкладов, так как это есть в России, но в России страхуется сумма в 1 400 000 рублей. В Абхазии эта сумма всего лишь 100 000 рублей. Так что если граждане Абхазии имеют большие суммы, они могут, вот у нас есть 8 банков, в каждом банке по 100 000 рублей вложить в виде депозита, и получается у них 800 000 рублей застраховано государством. Даже если банк обанкротится, свои деньги они получат из специально существующего для этого фонда. Так что в какой-то степени мы пытаемся поднять доверие к банковской системе со стороны населения. Законами это все отрегулировано и защищено.
Хорошо. Вы знаете, мы уже долгое время, почти час даже в эфире. Как-то я понимаю, что, конечно, на все вопросы не ответить. Вы очень много рассказывали о кредитной политике, которая очень интересует наших граждан, и видно, что в этом есть перспективы и надежда на то, что наша банковская система, она станет таким основательным помощником. Вот у нас есть, они у нас сохраняются сейчас, и мы надеемся на то, что в следующем году вот те проекты, которые... Вы имеете в виду, сохраняются кто? Банки? Нет, или кто? Вы мне... Наши надежды, надежды на то, банки да, что... не просто сохраняются, они развиваются. Да, они развиваются, да. Я имею в виду надежды на то, что ваши программы, вот, которые вы инициируете, они тоже помогут нашим гражданам и помогают уже, и это будет развиваться. Вот на что мы надеемся. Так что я вот в этом новом году пожелаю нашим телезрителям счастья, радости и неожиданного обогащения. Вот такая мечта может быть тоже. Поздравить телезрителей с наступающим Новым годом, чтобы финансовые трудности миновали их, чтобы они обращались к банкам за кредитами, получали их, и эти кредиты становились для них таким серьезным стартапом, чтобы могли на этих деньгах основывать свой бизнес и преуспевать в дальнейшем, чтобы многое из того, что они задумали, в следующем году свершилось с Новым годом. Дай Бог на здоровье нашей кровеносной системе, я имею в виду банковскую систему, конечно. Я нашим телезрителям напомню, что сегодня у нас в гостях был председатель Национального банка Беслан Владиславович Барателли. Огромное спасибо за то, что вы пришли к нам в студию, поделились всеми теми обстоятельствами финансовой нашей банковской системы. Огромное спасибо. Спасибо. Всего хорошего.